Тем временем в Зырянке состоялось плановое выездное совещание под руководством зампреда республики Виктора Амукова. Темой разговора стал вопрос о подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в этом году. По предварительному прогнозу, Зырянка и село Верхнеколымск могут вновь подвергнуться подтоплению. С подробностями Наталья Ломанова. На данный момент толщина льда на Колыме в районе поселка Зырянка составляет 90 сантиметров. Это близко к норме. По предварительному прогнозу температура воздуха в апреле-мае ожидается в среднегодовых значениях. А вот снега в верховьях Колымы чересчур много – 120–130% от нормы. Ледоход, который прогнозируется в конце мая, может принести в Зырянку и особенно в Верхнеколымск большую воду. На Колыме у нас воды ожидается очень много. Уровни воды в Зырянке могут достигнуть опасных отметок. Критическая отметка здесь 770 сантиметров над нулем поста. Ну и уровни могут достигнуть 805–825 сантиметров. Эта цифра дана без учета вероятного возникновения заторов льда ниже по течению. Но если таковые возникнут, то вода может подняться до уровней прошлогоднего наводнения. Учитывая это, подготовка к пропуску весеннего половодья проводится с начала года. Пункты ПВР есть. Вот, значит, места отгона скота есть, транспорт, общественные формирования спасательные есть, финансовые средства, значит, в бюджете заложены. Вопросы безопасного пропуска паводковых вод на Верхней Колыме обсуждались на плановом выездном совещании при заместителе председателя правительства республики Викторе Амукове. Чиновники еще раз откорректировали план совместных действий и республиканской и районной властей в случае наводнения. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.